есть она очень хорошо понимает математику, все, и меня сразу переводят во второй класс. Зачислили в школу, перевели во второй класс. И вот я окончила 16 лет, 10 классов. У нас в деревне ходила в школу, где школа была тогда? Ну, первый класс был у вас, и первый и второй класс в вашем доме был. В нашем доме был, да. Да, а потом я ходила куда? Вот у нас, у Сутковскую, да. У Сутки. Мы же тоже учились до войны, потом школа-то сгорела. А потом меня перевели, когда я 7 классов кончил, у нас же 10 классов не было, сейчас 10 классов есть, в УЗДу. 13 лет. 7 классов, 13 лет. А в УЗДу-то не ходил транспорт. Как мне добраться до той? В 53-м году, да? Да, ну, посчитай 40. Маечка, да. А как мы с Зиной, с твоей сестричкой, тягали торбу спереди, сзади, и 15 километров на неделю берем питание. Когда мы уж кончали школу, там у меня его где, жили у тетки Веры, на ее квартире были. Тоже, ну... Ну, представляешь... Ты ж много моложе нас, поэтому... Нет, так я же тоже нелегкую жизнь прожила. Ну да. И вот я 13 лет уже пошла в УЗДу. 16 лет я... Вот ваши родственники. Вот все ваши родственники, да. Вот вы тут, пожалуйста, вот Майя Ильинична. Вот Илья Павлович, Майя Ильинична, Олимпиада, Зинаида, Владимир. Вот Антон, Константин, вот Лариса, Владимир, Николай, видите, вот все, да. Вот ваши, видите, стоят вопросы, вот здесь надо запомнить все это. Саша, а как это ты это делаешь? На компьютере? Легко на компьютере все, да. Вот все, вот, пожалуйста. Вот Марии Павловны, дети. Авдотья, Ангелины, вот Александра. У вас море родственников. Было. Очень Было, многие живут было, сейчас конечно. еще. Ну почему? Многие Да. живут еще. Да, Вот. еще. Много очень в Минске живет. Лариса, я хочу подвести В Польше, в России. и Сашу да. рассказать, Да, за что я хорошо, немножко хорошо. на Володю обижена. Хоть и двоюродный брат, за что я на него обижена была кровно. И вот я 13 Это лет, который Володя? ну где вы были, Шурой, Дубовик. у Дубовик. Дубовик? Да, и я окончила, значит, 16 лет, 10 классов, да? Я поступала в университет на физмат. Ну вот теперь подумай, физику, математику на пятерке, сочинение двойка. Неужели я уже такая тупая была? Но мне 16 лет. У тебя, видишь, была склонность к математике. Нет, так послушай меня. 16 лет. Ни блата, ничего нету, колхозной девки. Який дурень меня мог взять? Поставили двойку еще, чтобы не принять, и все. И вот я назад возвращаюсь в село. И куда мне деться? Переживания все кругом у родителей, куда деться? И меня от колхоза направляют учиться на бухгалтера-пчеловода. Потому что я несовершеннолетняя. Я еду в Волму и Венецкого района бухгалтера-пчеловода. Саша, наливай, бо без слез не расскажешь. В Венецкий район поехала? И Венецкий район. Лариса, что тебе положить? Я сама положила. Ну съешьте вот это, ну съешьте с горчицей, ну съешьте пока свежее все. Очень все вкусное, конечно, очень вкусное, но я уже объелась. Прямо объелась. Ну да, конечно, все вкусное. А ну рассказывай, Маечка, дальше. Да. Маечка, вы же не знаете, что у мамы была очень серьезная операция. Она говорила. У нее желудка практически нету вообще. Ей вырезали 20 метров кишок. 2 метра. 22 метра, да. Ну, если Бог ей дал жизнь, значит, будет жить и долго. Там у нее процесс совсем не как у людей. Желчный пузырь удаёт. Процесс. Поэтому Я тут, еще удивляюсь, как я живу, это... и как я еще вроде говорят некоторые, вот еще неплохо выглядишь. Артистка? Молодец. Вы помните об этом, пожалуйста, Майя Ильинична? А что же вы помните? Нет, просто что вы заставляете, вы помните, что, во-первых, 10 лет разницы, а потом вот, больше, а потом там человека разрезали там и вытащили из него, там сказать, внутренности. Ладно, не будем об этом говорить сейчас. Не будем. Все болячки оставим на потом. Да. Не, ну вы видите как, это не так просто. Вы говорите, что у вас тяжелая жизнь. Нет, я не про это, Знаешь как личное. Мы дети козичьи, и дети из деревни более крепкие, чем вот эти городские. Потому что Мы, во-первых, в детстве до войны росли, что в лесу, свежий воздух, питание все натуральное, без всяких этих нитратов, нитратов. Ну положи, я уже и так много съела. Ну они же не острые, Лариса. Нормально. Я же специально, я же говорю, я не делаю... все очень вкусно. Да я не делаю остро никогда, я соли, мы с Вероникой моей лучшей ругаемся все время. Ну и закончит это. Ну и что? Городовской капусты немножко. Ну и что, и поехала я учиться в техник-пчеловод. Я окончила бухгалтер-пчеловод. А у нас Адамович, ну ты не знаешь уже их Адамовича, наверное. А почему знаешь? Ангелинин этот Адам был. Ну как же не Вот знаю. Адам Ангелинин, он был тогда пчеловодом. Павлик был в узде. Да. Вот. А Адам этот был пчеловодом. Так я приехала на практику, да он говорит,
я тебя умоляю, ты только не едь сюда работать, не едь, потому что я же останусь без работы, ты диплом. Да я говорю, никогда в жизни не пойду работать, мне только надо вот это. А я практику проходила пчеловод. Я по пчелам могу любые пчелы, пчелопасеки пересаживать кого хочешь. И теперь все остается, да? Адамович, Павел Михайлович, Адамович Валерий, Сергей, Людмила и их дети в Самаре сейчас уже живут. Вот, пожалуйста, Адамович. Вот в Воротищах жила Ангелина, так сказать, жена Адамовича, да? Правильно, Воротищах? Это наших отца была сестра родная да, Ангелина. да. Саша, ну а как ты это вот Михаил, достаешь? я все нахожу, вот, общаюсь вот с вами, там, с другими, со всеми, вот все это вместе. Потом я вам тоже такое сделаю, да. У вас будет такая таблица на стенке висит, чтобы с фотографиями вместе, да. Фотографии, и вот каждый, так сказать, где кто, у вас там миллион Ну родственников. как сделаешь, тогда уже будешь говорить, а так пока Нет, еще, так, пока все, еще, все есть. пока еще. Ну, Сейчас короче, напомню. ага, Саша, да, я да. расскажу, как я замуж выходила Ну, первый ну, раз. да. 2 слова и будем пить. Конечно. И, короче, я это самое, пчеловод это туда поехала, а было красивое, сногсшибательная Конечно. такая, вся из себя, косы длинные до пояса. Да. Это пела хорошо, я же всю жизнь в ансамбле выступала. Крепкая такая. Крепкая такая, краснощекая и в ансамбле Боевая. выступала. Ну и смелая, да. И вот приезжает туда Дима, который мой первый муж был. Он с 30-го года, я 40-го. Ну, можете представить, мне 16, ему 26. И вот мы приходим на танцы. А я же мощная, широкой кости девка, да, я же не такая вот у плеча худенькая, я широкая, все время широкая. Да, конечно. Вот, я на 16 лет своих выглядела на всех 20. Вот, и вот он приезжает и на танцы пришли, а он играл на всех инструментах. Красавец, свет не видел. И вот и он у меня влюбляется. А раньше в этой бухгалтерской школе и до армии, после армии все по возрасту учились. А у меня любил Пшек Марьян такой, полюбил меня. Марьян Станиславович еще И он один был у матери. А нас поселили у хозяйки на квартире. И вот мы 4 девушки жили у хозяйки на квартире. Ну и с Майервьяном я вроде уже улыбалась ему так. А тут появился этот Дима, за которого я вышла замуж. Ну, Дима раз меня на танец пригласил, второй раз, потом смотрю на аккордеоне и на баяне играет, и нам все и танцует хорошо, волосы вьющиеся, кучерявый, такой высокий, красивый хлопец. Но я никакого повода не подала. Потом он мне набивается, что меня домой провожает. Ну что я сопля в 16 годов, что понимала тогда, это теперь такие ушлые развитые. А тогда колхозная девка забитая. Ну, прям. Я говорю, девчата, утекаем до дому. Я говорю, пошли до дома. Я говорю, Марьяну этому, пошли домой. Этому, который учились. А мы сидели с ним на одной скамейке. Приходим домой. Саша, давайте выпьем, потом расскажу. Продолжим. Да. Ты мне долил больше, чем себе. Это не важно, вы можете не пить. Ну, конечно. А Я ж- пока я ты ж- разбираешься. Я ж не заставляю, ну. Правильно. Выпей, Красавица выпей. Ничего, Выпей, она потихоньку. может выпить. Крепкая такая, да? Ну, да, Мария? крепкая. Нет, так она ж пьет, идет половинку, Ну, остальную да, половинку она оставляет. глотка всё, А я что-то. пью полную, да, все время. Ну, я моя. тоже. Здоровье, что Так, ты да. сравниваешься, сынок, ты что? Правильно, ну да. Я, для сынка я, конечно. Вам нужно было в 14 лет родить тогда, чтобы я был сынком Маша. Конечно, сынок мой. 54-го года, 14 лет, да. Уже, слава богу, да. У Ну меня и была что? вторая жена, на 12 лет меня моложе. Тоже, так сказать, почти дочка. Что Ну бывает? и что дальше там у тебя получилось? Ну и что? И этот Дима хотел меня провожать. А я уже ушла до дома. А этот Марьян провел нас до хозяйки, где мы живем, и возвращается назад домой. А этот Дима, там Ковальчителем мне был, это Дзержинского района, а Волма и Венецкого района, это польская граница проходила. И эти хлопцы раньше же было модно биться, драться, враждовали между собой. Биться, драться, Все правильно, да. Да. И вот этот Марьян провел нас, идет домой. И они его как поймали, и как они излупили, где она? Нету. А мы жили пшечки такие две, Манечка была и Жюня там называли их. Вот ей-богу. И Света ж тогда раньше не было. Ну, да. И мы пришли домой, а эти хлопцы все Ковалевские, где Дима во главе, этот мой муж. Вырвали пробой, это кор рванули, вырвали дверь, идут к этой Манечке, где они? Где она? А я лук на печи висел такой, так много вязанок этих. Я за этот лук спряталась, и сижу, они фонариком светят и не нашли меня. На утро я пошла в школу, прихожу со школы, приходит эта Дима, мать, это 1,5 километра, граница проходила. Приходит мать и тетка, и вторая тетка, приходит на колени, становится и говорит, ты должна выручить, говорит. И они Марьяну поломали 4 ребра и Диму посадят. Боже. Представляете, что такое? Я говорю, как я должна выручить? Ты Да. должна выйти за него замуж. Ничего себе. Ну я что могла ответить? И характер же дурной, всю жизнь я дурная по характеру, я очень добрая. Как я была такая, я всем людям все раздавала. Я была уже давно архимиллионерша. Ой, может так лучше, И да? я говорю, Сашенька, кушай. Так, я подогреваю. Все нормально, ничего, Саша, хватает всего. съедай сосиску, я А подогреваю. что подогревать?
Сейчас включу картошку с котлетами. Съедай сосиску, чтобы она не была. Больше плохая. сосиска, Ну, так вот я не говорю. буду, меня хватает. Ну, съешьте, пожалуйста. У меня все есть. Нет, у Мы меня много всё есть. едим и так. Лариса, давай напополам, мне руки чистые. Давай Ну, давай, напополам. ну, Давай, давай. чтобы она не мазала мне глаза. Я поставлю Конечно. сюда. На это. Я с удовольствием. Вы как выпьешь, так конечно ешь не у себя. Правильно, на здоровье. Это ж так хорошо, когда кушают люди. С рук сестрички, тем более. С которой сколько лет не виделись? Уж давно. Ну, с какого года? Примерно так, Ну, ориентировочно. лет 30 точно. Лет, да. Я ее не узнала. Не лет если Это вы получается где-то с 79-го года, да? Да, Вот так где-то. было. Может быть, да. Наверное, Да, да, Это да. где-то ты на курсах была, да? Ну и что, где-то, где вы встречались? Я даже не помню, где мы. Один раз мы с ней встречались, когда она была у турпака, но я не помню, какое это время было. Это я тогда, да, это давно было. Я тогда в институте, пединститут кончала. Жила в Удине. Правильно, пединститут кошел, да. Да, да. Ну и что дальше? И матка пришла, это Димина, такая женщина хорошая, 910 года рождения, Станислава, это ее Всё мужа не, помнит. а ее мужа Хорошая. не было, Мгм. он ее байстручок был, она зарабила с другим там деревенским хлопцем, и этот ее муж, а уже от второго мужа у нее было 2 дочери, и ее муж усыновил уже этого хлопца. Мгм. Она пришла, стала передо мной на колени и говорит: дочушка, спаси, выйди за него замуж. Но он действительно красивый, да уже работал, уже тогда работал начальником УНЭР 490 промбурвод, бурили колодцы. Мгм. Грамотный такие. И это самая должность такая у него была. А я такая в штапельном платье, у меня больше ничего не было. Что ж тогда было? В чем мы ходили? Пальто первое, я сейчас помню, заказала с котиковым воротником, 2 веера сзади. И это самое, косы эти длинные были вот там сзади. И кто-то из Германии подарил белый платок, такие вот, знаешь, шелковый с такими брыжами такими, этими самыми. Я так замуж выходила. И она говорит, что ну выходи за него замуж. А эта Марьяна мать поставила условие, Мгм. которому ребра поломали, что если только Дима на ней женится, я прощу, потому что я Майю очень люблю. А если не женится, значит я его посажу. И вот передо мной стала задача, что же мне делать? Ни Ну, любви никакой, ни черта никакого, Ну, ничего. как? И я, короче, приезжаю, мне не мать что говорит, так я говорю, что я еду в деревню на каникулы. Я подумаю, да? Я говорю, мамы спрошу. Мгм. Приезжаем домой с мамой, пошли на танцы, раньше танцы были по домам, где у кого собирались, в хате вечеринка это, хотя Саша послушать, я Вечеринка, по-белорусски говорю, вечеринки эти. Вечеринка была. Да, у кого больше хата, у того танцуют. Мгм. Короче, мы с мамой пошли на вечеринку, приходим, а она всегда уже вечером сало... А кому вы ходили на танцы? Ну, а там в соседних домах. А мама сало, знаешь, Саша заморозит, кабанов кололи такие, чтобы такое с прорезью сальца было, да? И она зимой, представляешь, вот я приехала в январе месяце, с 1 января, и она мне приносит сало и с чесноком, и мы с ней садимся, и она уже про кавалера у меня спрашивает, какие у меня кавалеры. А ты провались с телефоном. Ой. Да. Алло. Ну, короче, Что, это самое. ошибаются, да? Ну, Не туда. сюда попадает. Ну и, короче, это самое. Я говорю, я у мамы поеду, спрошу. Мне нечего было этой старухе сказать, которая плакала голосом, что посадит сына. Я приезжаю, говорю, мама, ну а что, если я замуж выйду? Она говорит, а чтоб с ума сойти? Она мне говорит. Ну да, рано еще. Вижу, разговор не состоится. Это мне еще было, я выходила 7 января замуж, мне было 17 лет. В феврале бы исполнилось. А я выходила 7 января на русские коляды. Ты это понимаешь, что я сделала в своей жизни? Да, ну что ж. Вот, ну и короче, это самое. Кого-то выручила. И я приезжаю, они же меня все ждут. Мгм. Я говорю, мама сказала хорошо. Саша, вы представляете, что я В сделала? общем, ты была боевая девка. Да, я сказала хорошо, мама сказала. Сколько лет назад, да? Ну, не, я тебе говорю. Хорошо. 18, да? 17 еще не было. 17, 17. в феврале бы еще исполнилось. И я приехала на 7 января в русские коляды. Мгм. Ты понял, что я говорю? Так, стой, я сначала это поставлю, будем Нормально. оттуда брать Молодец, гараж. 16, Видим, как 16 хорошо. лет. И дочка у вас от первого брака, да? Да, у меня больше нет, от первого брака. Котлеты Ну так натуральные, хорошие. и что, ну и неплохо Ну и было? что, я дала согласие выйти замуж. Берите горячее, выпьем, тогда буду рассказывать. Саша, наливай. Лариса, не выпей. Сейчас. Я- Саша, что а ты выпила? колдуешь там? Ты А пишешь, выпила? что я говорю? И ты же не выпила.
Ты пишешь, что я Это говорю. диктофон, это только для нас. Это И, короче, только я- для нас, больше не для кого. И, короче, я Не надо. Всё, всё. Ага. это самое, дала согласие, что я выхожу замуж. И я говорю, Дима, а как меня распишут? Мне же 17 лет только. Он говорит, это не твои вопросы. Я с председателем сельского совета и с секретарем Ну, договорился. потом запиши 18. Да нет, так послушайте. Мгм. Это же не все так было. Мгм. 1,5 километра расстояния через границу проезжать. На утро, на следующее утро, 7 января, приезжает ГАЗ-69, козел этот, машина. Приезжает Дима, приезжает председатель сельского совета, секретарь Леня, И на и месте приезжает со мной, расписывает. и со мной 3 девчины, и больше никого. И я гуляю свадьбу на 200 человек. Ничего себе. Можешь представить? 200 человек. Он тогда ворочал такими деньгами, что мне в сказке не снилось. Саша, давай выпьем, бо я без слез не расскажу. Нет, это вообще тут Это какое-то только чудо. Я тебе сказала, зачем романы писать? Какое-то чудо. Значит, давай что, первую свадьбу мы пьем сейчас. Так, рассказ об этом. Ну, может быть. Ну давайте ну, так, это, ну, это что да. так Давай. сказать, Давай, да? моя Это же тоже жизнь, правильно? было? Да, конечно. Сколько лет прожили? Да. Сколько лет? 10. Да. 10. Так это же 10 это, лет я это прожила. время, это время. 10 серьезно. лет. Ну, давайте. Это же жизнь. Лариса, ну выпивай и бери горячую конфету. Бери. это ж очень много. Завтра берите. Вышла Конфеты. молодая, неопытная девчонка, вышла замуж первый раз. Да. Совсем зеленая еще. Да я не то, что по любви, а я просто, просто выручила зеленая. человека. Надо было выйти. От тюрьмы. А только в таком возрасте. Ну и, так и себе можно- помогла немножко в чем-то, да? Чем? Тоже. Я так Чем я безрассудно- помогла? Ну, карьерой. Мне карьеры не Нет. было. Только безрассудно, сыну, в таком возрасте. Безрассудно, можно мозгов выдать. не В было. Ну, таком- мать же, в таком а мать что возрасте. сказала? Мать же сказала, что сама решай, да? Ну, да. Мама нет, сказала, ни в коем Ни случае. в коем случае. Мама Да. сказала, что нет. Саша, давайте. Мать такая умная. Саша, давай. Ну, давай. А что мать хотела, а что мать для вас готовила? Что для мать ничего не готовила? Ремень? Готовила. Ремень И тоже. что ж молодая? Кавалера не было у Не матери было на примете? кавалера. У меня море их Ну, было, но я ни да. на кого не глядела. Она же была боевая, я же тебе говорю. Боевая девка такая, сорви голова. Красивая. Ну и короче. Слушай, ну вот эта колбаска очень вкусная. Я ее одна, наверное, съела. Это, Ларисочка, это сыровяльная, я других не покупаю. Мгм. Натуральная сюда. Натурально. И конфета натуральная, фарша не покупаю, не думайте. Я беру говядину, свинину, кучу. Молодец. Тем более вот это с деревни я покупала, потому что там у нас хлопец колет свиней и продает. Я всегда говорю, Саша, давай мне мясо. Я ему заказываю, и он мне приносит. Мясо тоже с городка. Да. Городовской коровы. Да, и поджарки было То есть хорошее, что уже свиньи. 4 за месяц как привезла. Самое быстрое блюдо это поджарку, кому детям на жару Так что заберут. ты кушаешь почти что родное все пища, родная пища у тебя вся. Капуста с Натуральная, родной земли. Да, натуральная с всё. родной земли, с городка. Ладно, из городка. Ну как? Ну и что дальше? И сколько ты прожила? 13 лет? 10. 10 лет. 10 лет. Короче, если можно, буду рассказывать все как есть, как перед Конечно, Богом. ну конечно, о чем Ну, короче, гуляем свадьбу. Привезли меня туда к ему в дом, а дом с сестрой, тетка, это же его тетка, 3 сестры было, у их мужей никого погибли на войне. И дом на 2 половины. И, значит, он уже привез сельское совет, а потом они уже меня зовут тут в гости. Я, конечно, вспомню, снег по колено, а я в этом пальто, первый раз пальто первое купили мне. Я же тебе говорю, штапельное платье в горошке было, и косынка-то, я сама черная жгучая же была, если ты помнишь, я же была черная жгучая с Да, природы. да, темно. А это самое, платок это с френзелями, этими такими. Это было модно. Да, немецкий скользящий такой. Он у меня с головы съехал, косы эти 2 распушенные. А там моя Как свекровь, цыганка идешь. царство ей небесное, свекровь очень хорошая была, постелила ковер в те времена, и мы вышли, ступили на ковер с козла этого, вылезли. И я выпрыгнула первая, а бабы стоят деревенские, говорят, Будет жить не командовать. будут, жить не будут, Ах, вот жить не оно как. будут. Я первая выскочила. Потом они моей свекрови загадали, чтобы она все шторы раздвинула там у хати, в этом доме, чтобы молодую невесту видеть. Ну и что я шла, как будто я шла на танцы. Песни пели все. Меня позвали расписывать. Я говорю, я говорю, они говорят, ну давай свой паспорт. Повели к этой тетке через стенку уже расписывать, чтобы потом уже мы за стол сели. Это секретарь сказал, ой, так тебе же 17 лет нету. Вы представляете, что они со мной сделали? Я думаю, плакать или утекать, или что мне делать? Что же они не знали? Они же знали, что они Да, совершеннолетние. конечно. Написали 18, может быть. А я махнула рукой. Говорю, ладно, пускай будет свадьба. Да. А, Вот а сколько мужу было лет? Мужу с 30, на 10 лет старше. Мне 16, ему 26. Ну, 17, ему 27. Ну, так тоже, чтобы по тем временам вроде не такой уже старый, 26 лет. Ну и дальше Ну, что? короче, гуляем свадьбу Мгм. неделю.
И он ко мне не ложится спать, ничего, говорит, я не могу тебя даже трогать, как жену, все. Потому что мы с тобой не расписаны. Мы доживем до совершеннолетия, а потом посмотрим. Не Ничего расписали? себе. Какой честный. Да как же расписали, как же, позвали меня, ты не это самое. Я хотела плакать, что меня же обманули, они сказали, что распишем, они же знали, что мне 17 только. Ну, да. А им же надо было то все скрыть, это и людям замазы, а свидетельница пошла полячка, там дошинеечка. И вдруг по деревне идут там слухи, они же уже знали, что это свадьба, что... Такие уже не записали, а дошинеечка такая уже темная полячка такая кричит. Да что вы, я сама расписывалась этой бабе дурной, дали некую бумажку, чтобы она расписалась, а что она, я свидетельница, всем горло закрывала. Тишина, это было стыд и позор, Саша. Вы вот явно рассказы будете знать, что такое у тебя есть такая тетка. Да, такая тетка. Хорошая тетка. Вот, ну и короче, Так, а что, я пока плохого ничего вообще не Да. вижу. Это жизнь, это просто жизнь такая. и всё. попробуйте котлету. Если бы ты не был такой смелый и Вот решительный, положил. так это Котлету было. я уже съел. Самое главное, чтобы не остыло, Нормально, Саша. нормально. Накрывай ее той сковородой, чтобы она не Отличная, остыла. Ну и отличная, что дальше нежная Так котлета. я тебе говорю, что я это, на мясорубку сама, я не Нежно. пользуюсь фаршами этим. Возьми накрой, чтобы она не холодная была, будешь открывать и есть. Да, я дам. Мы сейчас едим, и снаружи ничего не останется. А я... Ну, как выпили, то едим. Что тебе сказать? Как можно. Что тебе сказать? Может, Нежная, почаще вкусная встречаться будем, может. Ну и что дальше? Ну и дальше все, отгулялись. Приедете в Баранович. Угу. Нет вопросов. Вот и все, да. Угу. Что дальше? Вот на юбилей мамы к Баранович приезжаете. Через 2 недели. 14 Ну, это ноября. сложно будет. Почему сложно? Элементарно. Дай высказать человеку до Не, ну конца. так Ну и почему? что Она дальше уже получилось? думает, как приехать, да. Она уже думает, да. Ага. И что дальше получилось у тебя? А что я говорила, это сам. Ну, короче, отгуляли свадьбу. Он уехал, Не я осталась жить не с мамой. Не расписанная, расписано но так ничего. вот, ага. Но я, как они сказали, что ты же несовершеннолетняя, я говорю, зачем вы меня обманули? Я хотела плакать, хотела утекать. Куда мне утекать? Завезли в польскую деревню, куда мне утекать? Снег кругом, январь, заснеженная, с козла это вылезли по колено было? снег. Подожди, какая деревня? Ковальцы Дзержинского района, но Дзержинский. она граничит с этой Ивенцом, это, польская сторона, Да, Венецкий да, район, да. Молодежская область. Ну и, короче, это самое, свадьбу гуляли, неделю гуляли, мы с ним ходим везде, все молодожены. А штапельное платье в этот день на свадьбу, он же не знал, что я в таком этом штапельном платье. Через день уже на мне появились другие наряды там и так далее. Как он меня потом одевал. Самые первые лисы, самое первое это самое, как костюмы, а раньше были костюмы на юбочке коротенькая, пиджачком носили, все. Я уже на занятия ходила, это самое, я же говорю, что не спала. Приедет у неделю один раз, привезет там с матерью, а мать золотая, дай Бог ей, Царство Небесное, мы с ней дружили, уже разошлись, они жили, она ко мне сюда приходила. Я говорю, а что ж твой Иван, скажи, Иван это второй был. Я говорю, я что скажешь, что это моя свекровь? Я говорю, я тебе представлю, что моя свекровь. И вот она до последних дней ко мне приходила в гости и умерла 85 лет. Ну, короче, это сам, она мне, как уже мать, я устаю утром, она это самое, иди ж ты поешь, дочушка, все, я иду на занятия, все. Ну, я думаю, так. А мне только год было учиться, я ж на 5 училась, и все, мне год учиться. В ноябре думаю, Саша, наливай. Нет, пока. Саша, наливай, не буду рассказывать. Послушай, вот он Саша, меня, наливай, не буду рассказывать. он меня не доведет домой тогда, если он выпьет О, такой красавец, маму не доведет. Красавец, красавец, но много пить. Кто кого поведет, еще неизвестно. Не надо не наливать, хватит, Не, ну надо Хватит, немножко добавить, надо чуть-чуть. хватит. Саша, наливай себе полную. Саша, Наливай. ты тут не очень. Наливай, мы что добавим? Так у меня же Не, еще, не надо нас же добавлять. дома там еще ждут. Не надо добавлять так. Мы уже заканчиваем. Саша, это редко бывает. Чтобы на двоих распить бутылку водки. Я один практически, потому что вы там Тихо, а что вы ты- пьете половину. Ты никогда не считай. Да. Если идет позже, мы две выпьем. У нас еще есть. Знаешь, Я так понимаю, Ты что знай мою сестру. вы пьете половину, Она а боевая. я целую. Значит, Вот я знаю, сколько я выпил. Дима и Зина не такие были боевые. Так, почитай. Мои 350 грамм, ваших... Так, а ваших не будем 100, считать, и 150, что давай, мы да. что больше это, давай взвесим потом. Ну да, Сколько пусть расскажет. Ну рассказывай дальше, что Не, тогда я- получилось у тебя. Ну, Я короче, слушаю, это да. самое, я думаю, так, уезжают студенты. Сашенька, давай. Ага, Лариса, давай. поверь мне, вот поверь мне, что мы Верю, с тобой честно встретимся, верю. я приеду сама в Баранович, если вы не пригласите. Я вам сделаю Верю, такой конечно. сюрприз, как вы мне сделали. Очень хорошо. Чтоб ты картошки не нашла, как я приеду. Очень близко от Моя вокзала. лично, 14 ноября. Я не хочу планировать, потому Да. что я тебе сказала. Это я тебя- выходные дни. Сашуня, послушай меня. Это выходные. Это Саша, нормально, можно... я тебе сказать. два слова скажу, почему выходные. Я, может, и без выходных приеду, но именно приеду в Баранович. Объясню, почему. Это суббота. Ты же еще не дошел до того, что моя внучка занимается бизнесом автомобильным, а на выходные дни на рынке Ждановича. Ты понял, что я сказала? Ясно.
Я в выходные дни вот так повязана. Конечно, конечно. Понял? Ну еще раз. Понял? Давай. Тем более это да. Ну так ты понял, что я сказала? Ну, давай. Что я на выходные дни завязана вот так? Этого Какое время? что там некому больше справиться, что ли? Да некому больше. Она сама оформляет, она не может. Если продают ребята машину, она не может. У нее все документы. Она А, ШП. вы что вы делаете? А? Ваша какая работа там? А внук, правнук. Внук же. А, сидите вы с внуком. Ну, А, так, конечно. так тоже А, посидим. я думал, вы там на рынке что-то помогаете. Америки, мой правнучек же у меня, лялечка моя. Ты что? 3 года ему. Да. Так можно с собой можно взять. Ну, так Такое что расстояние. ты Ты что, какие-то гости На будут? электричку сел. Ты что, тогда нельзя еще не выпьешь, ты что? 2,5 часа Не на надо, электричке. мы прошли то молодые, но нам уже надо отдыхать. Выпил шкварку, взял чарку и Да, танцуй. и отдыхай. У вас Посиди. там на. есть где переночевать. Ну, У нас там подождите, ну, квартира там, договоримся мы потом, квартира давайте. там у Нины, Это квартира, пусть у она родителей, расскажет. у Николая квартира. Вот, Все рядом это живут. что, Там. люди? Рядом, все рядом, квартира ладно, есть. это мы договоримся сами. Ну, Да, что дальше не знаю. случилось у тебя? Или выпьем, потом расскажем. Давайте выпьем. Нет, давайте. чтобы она знала просто, что там ездили где... Знаете, я уже теперь знаю и телефон, и все. Нет, так она же тоже, вижу, что человек такой серьезный, она сразу планирует уже заранее все на будущее. Молодец. Я же уже вижу по глазам. Только планировать Саша, надо. Ну и что дальше, я же тебе Майя, у тебя? рассказываю. И что дальше? Я получилось? с Ларисой позвонила, извиняюсь, я вот Саша позвонил, а я не могу. Если я не могу, так не могу. Если я вот, допустим, капельницу делала, я бы не могла с тобой 100 грамм выпить. Как я могла бы с тобой 100 грамм выпить? Это же на что-то ходить на эту капельницу, правильно, Лариса? Конечно. Зачем себе врать? 70 годов человеку надо же... Ну и что меня заинтересовало своим рассказом? И что дальше у тебя получилось? Ну что у меня дальше? Я думаю так. Так я прожила на правах любовницы или кого-нибудь. Не любовницы, он же со мной не спал, ничего. Он просто привозил подарки, одевал меня, все, и сказал: Так это, ты подумай до 18 лет. Если ты полюбишь меня, значит мы с тобой поженимся. это очень порядочно. А если ты не значит, все, я тебе просто буду благодарен и так далее, и мы же не записываем ничего. Ну я думаю, ага, все. Ну побыла здесь и думаю, хрен с ним, ваши тут пшеки, тут я кончится учеба, и студенты 19 декабря уезжают, и я вместе с ними чемоданы соберу. А у меня уже такая решительная. а у меня уже было шмоток, море. У кого такая натура? И это самое, и шкаф, 2 шкафа одежды. Ого. Лариса, слушай меня. Ничего себе. Модница была выше У пилота. кого такой характер вообще? Интересно просто. И я Там свой такой. как свой? 19 числа должна Гра- уезжать, а я где-то 17-го. Мать куда-то ушла, мать. Я все свои вещи с моего шкафа, что Дима покупал. Откуда боевая такая вот? Ларисочка, слышишь? Что Дима покупал, я перенесла все матери в шкаф. Все сложилось, что он мне покупал, и думаю, Благородно. своим же чемоданом, со своим штапельным платьем и со своими постелями, что мама мне дала. И я быстренько со студентами, потому что подгонят 2 автобуса, а в Раково тогда до Волмы-то не ходили автобусы, а именно на Раково надо было. Да. И туда до этого Ракова надо добираться было пешком когда-то, а так подгонят к этому техникуму автобусы, и нас погрузят в автобус, и я за этот чемодан выйду. А хренушки, это надо было 19, а 17 числа прибывает Дима. А, мать первая обнаружила, говорит, а что-то у меня вещи в шкафу. Я говорю, мама, я ее называла мама, она такая хорошая была, я называла мама. А к ней ходили все в карты гулять, так весело было, а я уроки залезу на печь, гляжу, там она мне все запалит, свет этот, все, чтоб я учила. Я говорю, мама, я все равно уеду, вы же, говорю, понимаете, я выручила его, я говорю, ну я же его не люблю, это сама, она, дочушка, привыкнешь, она мне говорит. Ой, и вот он приехал, а как сейчас помню, кино Сердце какое-то, слюбится, да? бродяга шла, в клубе в сельском. И вот он приехал, пошли в кино сходим. Пошли сходим в Французский кино. фильм, да? Да, Французский. а его любила там сельская девка, Михалина ее звали, пшечка такая Всё Михалина. помнишь, Так какая любила память. его крепко. Память хорошая. И вот пришли мы в кино, и это Михалина, а все желаки ходили. Я говорю, Дима, на черта ты, говорю, травмируешь Михалину, женись, я говорю, на ней. Я говорю, мы все равно с тобой не любим друг друга, это самое. А он на меня говорит, а ты хорошо подумай. Я говорю, нет, я думать не буду. Здорово. Смелая, ты была смелая, решительная. Да, и это самое. И потом он все-таки начал меня убеждать. Я говорю, он говорит, давай с тобой зарегистрируемся, а как мне в Минск попасть? Я никак не могу попасть. Прописка-то нужна, а я никто. А он же уже был большой начальник, как я могу в Минск попасть? Хотя он жил у сестры, но мне же нужна была прописка. Ну да. И, короче, я никого не спрашиваю. Он говорит, я сейчас пойду в сельский совет и позвоню. Пошел в сельский совет, прибывает с Минска 2 автобуса людей. А это было с пятницы на субботу. А это с его работы прибывают все. Со всем готовым, со всеми готовыми блюдами. И в сельском совете накрывает стол. Вачковский был председатель сельского совета.
там накрывает стол. Как в сказке. И нас регистрируют. Уже мне исполнилось это самое. 18. Да. Представляешь, Лариса? Давайте Да. Иванку положим. Я котлету не хочу. Ешь, картошку я возьму. Да. Я- Еще тепленькая. Ну, так вот, давайте, не остывайте. Нормально. Ничего. Саша, давай. Оставим. Спасибо. У меня котлета есть тоже. Картошку. Лариса, котлету ешь, натурально, я же тебе сказала. Все очень вкусно у тебя, я же Вкусно, понимаю. все с городка. Все очень вкусно. Все с городка. Саша, а ты ешь Картошка один на с нас, городка. котлету я еще подогреть. Я Картошку просто... я ем. Саша, ложи не одну, а две ложи. Да, Ой, ложи разговаривать. Ложи, я сказала, У меня ложи, и что так поел. У меня и так Чтоб 100 пьяный не был. Маешь, у меня 100 килограмм веса. Куда? О, сюда ничего лишнего нет. 100 килограмм. конечно. Ничего. Зачем? Что, У меня племянничек? 184 Ну, роста. ничего Зачем? Племянчик, ты Хватает. очень красивый мужчина. Он еще доест. Ты кому-то У меня достался, 100 килограмм. по-моему, подарок. Ну и что дальше у тебя, Маечка? Ну и что, и короче, потом Зарегистрировали? зарегистрировались, и я приезжаю в Минск. И жили в его сестры в общеметровой комнате. Потом я пошла, куда я пошла? Я только кончила четкий пчеловод, куда мне идти? На 18 лет исполнилось, а я всю жизнь мечтала о торговле. Я пошла в торговую школу. Я, кстати, каждый год выступала в этой торговой школе, призывала, как не хотели раньше идти в торговлю, как теперь хрен попадешь. Ты знаешь, что теперь в торговлю не попадешь? Конечно, нет. Конкурс какой? У техникум торговых 16 человек на место у нас в Минске, да. А раньше я выступала, как я на площадке, как я любила в белых халатах, я все газеты пестрили, все это самое, на меня фотографировали, как я люблю. И я все-таки пошла в торговую школу, как приехала в Минск, и за прилавком поработала, и потом я Ну, уже ты пошла, боевая, и пошла, и решительная. пошла, и пошла. и всё. Поэтому ты, да, только поэтому, что ты боевая такая, наступательный характер. Правильно? Ну и потом- такие нужны Наверное, стороны. не только это. Ну и потом моя мамочка золотая, которую я люблю, царство небесной свекрови, которая продала свой дом, где мы купили частный домик у Минске, возле железной дороги на Карла Липнета, купили свой дом, привезли сюда корову свою. И он же большие деньги зарабатывал. Я же тебе говорю, первые меха, торговая улица в Минске, ты же не знаешь Минск наш. Я плохо знаю Минск. Замковая торговая, где наши родители когда-то ходили в молодости. Самый центр. Да. А это все посносили, сейчас жидовские эти Самый бараки. центр, да. Все это сам. А там были меха, магазин. Я ходила самая модная. А Я там ходила- тетка Вера не жила? Тетка Вера жила когда-то, я не знаю, где она Она- жила. Ну, я короче, уже забыла. я тебе сказала, в двух словах, потому что Ага. остынет картошка. Я самая модная ходила в городе Минске. И чем я заключила потом? Потом заключу. Саша, давай выпьем. Так не только Саша. Вместе все. Нет, я не А вот куда? А, там пустое? Нет, Вино, вот я смотри, сколько. долил, да? Есть, Ну, есть. вино. Она бы Всё? могла и сама себе налить уже. Да. Я на тебя обращаю Ой, внимание. Маечка, ну А перестань, сестра Каина на моя меня хорошая, посмотрит. хорошая. На Я- меня Кай посмотрит, что... У нас с вами оборот там 2 метра кишку, а там вообще нет ничего. Саша, ты Ну да, никогда да, не говори да. под руку. Все будет? Нужно идти сразу в туалет, через Не каждые говори. 5 минут. Она еще У делает. нас есть вот всё так. на месте. Не говори. Все, я тут, мне все пойдет на пользу. Это 100%. Если Я- хорошая аура, хорошая... Я тоже так думаю, Да. что должно так быть. Ну и дальше что там, как ты в технике? Короче, приехали в Минск, одевал меня все на 7-метровое это самое, и потом купили дом свой и жили в своем доме. Собака, овчарка нас охраняла, и корова своя, все у нас Богато было. вы жили, Все у нас когда было, вы- богато все было. Да. Потом Понеслась. мой По Димочка тем временам. начал пить капитально. Ага. Да так пить, по-черному, что я уйду на работу, прихожу, мать избитая. Забрал мать с деревни. Боже. Давайте А выпьем. причина какая? Деньги большие. Вырыли колодцы в районах. Какие деньги они получали? Деньги, и друзья, товарищи, наверное, выпивают. Свою родную мать избивал? Да. Зачем? Ну как зачем? Зачем? Ну спроси зачем. Ага. Саша, что положите, что соус? Капуста есть? Так все же есть. Все, нормально. все есть. Что ты тут? Как? Я так уже объелась, но Сашка, всё равно- положи. Помидоры есть, я положу. На, пожалуйста. Ничего. Помидоры тоже деревенские. Ну вот, И видишь. что, до последнего додыхают такие, я вот накрыла их тряпочками, чтобы Ты не они... хватит, ты не ложи. Всё с городка. Чтобы они это самое, чтобы они Всё с доходили. городка. Я Сейчас говорю, это Саша, родная пища у тебя. да, родная пища, да. Ну и долго ты в этом доме жила? Жила я, пока нас не снесли. Не, да, пришли на снос. Уже пока нас на снос, после когда он начал избивать мать, я его кинула. И ушла к подруге. У нас 7 лет не было детей, я не хотела рожать. И когда я прихожу в один прекрасный момент, и нету матери, я говорю, что такое, нету матери. Я нашла разыскать, она вообще нашла, говорю, мама, что такое? Она плачет, дочушка, мои вещи, все он привез, меня избил и так далее. Ну так, сынок. Осталась я одна с ним воевать. Это все вот что делает. Да, осталась я с ним одна воевать.
Ну что, Я осталось? я не понял, за что он мать избивал-то. Ну за что, отпил мозги и Да. все. Ну, а мать что виновата? Ну, так и спросите у Что него. родила его виновата? В этом, Наверно. в этом, да? Что мучилась из Кого-то ж Ну, надо, что родила? Кого-то ж надо было. кого-то Да. надо мучить. Да, в общем, видишь как. Короче, Разошлась с ним. потом он попробовал на меня поднять руку. Прихожу я с работы, в хате темно. Нет, я еду с работы, трамвай по Московской ходил, ну это же тебе не рассказать про Минск. Я еду с работы, а раньше трамвай, а мы жили возле речки в этом частном доме. Я гляжу, идет пьяный никакой. Я первая опередила его дома. Я пришла домой, а овчарка, значит, вы там сидите, я пошла овчарку покормить, смотрю, он заходит. Он глянул на часы и говорит, а, блядь, проститутка, где была? И ко мне. А у меня возле кровати стоял вот такой торшер, на подставке такой, металлической. Я так раз на кровать эту. Я говорю, так, сволочь, подойди, сейчас я тебе изуродую. И я ему этим вот дном этим торшера этого, на чем он стоит, ножкой этой. Как плюхнул в морду Смелая. и раскурочила его на всю оставшуюся жизнь. Вот это любовь. И он вылетает, А он-то что и он делает? вылетает на Это улицу и любовь. кричит, жена меня побила, жена меня побила, жена меня побила. И не стыдно ему? Да, и, короче, жена меня побила, Мужик такой. Ну, так. проспался, пришел, стал на колени, женушка, милая, прости. Хорошо, что еще одумался. Проспался, ладно. Я вот так, Надолго ли? я говорю, не заберешь Да. мать, у нас жизни с тобой не будет. Забирай иди быстренько О, мать, Боже мой. потому что она жила у дочки, у 7-метровой квартиры. Я говорю, тебе не надоело спать на полу, а мать купила дом, помогли купить Да. дом, я говорю, если мать Конечно. выгнал. Такого не будет, иди забирай мать. На какой? На Грушевской улице? На извозной. Она извозная. Да, там, где тетка Вера жила, у нас Ну, вот я и железнодорожный говорю, путь. там и Грушевская недалеко. И Грушевская, да, и вот Слушай, пути же. здесь только характер нужен. Здесь без характера тебя давно уже придушили бы и похоронили И бы. Давно похоронили пути бы. железнодорожные переходить Только надо. благодаря характеру человек выживал. Ну, короче, это самое, я говорю, так, мать, не позовешь, значит, жизни не будет. Ну, и потом, короче, это самое, мать он так не позвал, а нам снос. А я сама ушла от него. Кушай, кушай. Ушла к подружке на квартиру, ну, потому что попьем, не кофе попьем, а если кто хочет кофе, а потом, а мы с тобой будешь пить то, что я пью, а я пью цикорий с этим. Хорошо. А цикорий, ну цикорий вам тоже пьет, знает. Я цикорий с этим травой, как она называется. Типа кофе, да. Ай, Запах ну, травой кофе, не запах важно. кофе, Ну, с да. травой еще какой нам желудки чистить. Черт тебе знает. какой. Чабрез там. Да, неважно, трава какая. Ага. Ну, и дальше. Короче, я его кидаю, он получает квартиру, сносит. А мы же зарегистрированы. Я ему даю квартиру однокомнатную на Розу Люксембург. Дом нас сносит. Мать его дочки, это самое. Вместо такого дома однокомнатную квартиру. Однокомнатную квартиру, да. Матери отдельно, Больше не что ли? дали, ничего никому не дали. А ты где? А я живу с подругой на квартире. Я ему звоню, так говорю, свой дом снесли, а дом же покупала мать. Я говорю, давай ключи мне от квартиры, я Это тебе не первого угоняю. мужа тогда? Да, а он говорит, а я тебя не угоняю, приходи, живи. Я пришла жить. Резонно. После этого я ему сказала, оставишь эту работу, промбур вот этот, и пойдешь. И куда он пошел, знаете куда? Заведующий центральным аптечным, у него 2 высших образования. Аптечным складом, там где спиртик. А это было, как у меня вот балкон этот спуститься под окном. И вот я дома, когда не работаю, сижу, гляну, Дима идет на выпуск рубашка, это значит пьяный. Ну, красавец был, я тебе говорю, Лариса. Заведующий? Да, заведуешь аптечным складом. Спирт же в руках. В любое время, в любое время любое суток. время, в когда любое кто время знал, суток. да. Ой, ну, пошло и поехала. Короче, я терпела 10 лет, 7 лет я терпела, потом родила дочку, а потом я сказала до свидания, но я его, конечно, Так дочка это его. да, обдурила его немного и сказала, что он, женочка миленькая, все, прости, больше не буду, стоял на коленях, я говорю, Дима, мы с тобой должны разойтись, а потом, говорю, справишься, сойдемся. И это самое, и я говорю, только обменяй квартиру. Вот он мне оставил эту однокомнатную квартиру, потом я обменяла так, а потом я оставила вообще ее на Харьковской, я бы купила, вот это, у меня купленная квартира, это, и это, все куплено, у меня государственного ничего нет. Это за все, что я работала в торговле. Купила дочке машину, внучке машину, потом они развили уже свой бизнес, В это общем, все. это благодаря... Все это вот это все. Ну, престижное место и дома престижные эти, так что... Да, Понял, И племянник? в советское времена это были очень знаешь, престижные дома. другая бы давно скисла. Зина бы и Лима, наверное, это не смогли бы. Это У же них- самый юбилейка, это у самый них центр. другой это вообще, характер. да. А ты боевая и правильно. Когда я гуляла с коляской, И правильно. и родилась маленькая Марина у меня, да, и Зина жила тогда на Карла Липкнехта, и мы идем на прогулку, и я зайду к Зине, там
Ну, с коляской гуляет долго, смага такая, воды попить. Я зайду, Зина боялась налить компоту, потому что... Я витамины. понимаю, я ж тогда училась, я тебе рассказала, что приходит домой, и о, такой герой. Я говорю, ты так кричишь, что соседи подумают, что тут Это про кого ты бьёшься. рассказываешь? Ну, Ну, про Турпакова, Турпакова. Виктора. А что ты все про него